Интересен тем, что там это одна из крупнейших древних кочевых ставок на территории Сыкули. Смотрел на плавки, думаю, ну нет, ладно, не буду сделать, это шокировать людей. И вот в этих вот рожках небольших остается как раз фермент. Ведь тайганы кыргызские охотятся в паре, их связывают, и они, догоняя животное, перегрызают задние сухожилия. Летом соберемся в мае месяце, вот, чабан приходит, мы вот это жеребца в прошлом году я купил чуи. Цель экспедиции на этот день – добраться до затопленного города Чигу на востоке Иссык-Куля. Это самая крупная кочевая ставка из обнаруженных в Кыргызстане. В окрестностях древней столицы Усуней кочевники живут по сей день. Насколько сильно изменилась их жизнь, узнаем в этой программе. Тим, что планируется с погодой в ближайшее время? Есть какой-то прогноз? Ну, смотрите, наш гидрометцентр обычно не врет и дает довольно точные прогнозы. Плюс 20 до минус 20? Ну, говорят, что до минус 10 будет опускаться. Я думаю, тебе твою маечку придется все-таки Утеплить. Взять на 10 Не, ну теплые вещи-то все взяли. У меня была мысль, честно, когда открывал ящик с барахлом, собирался, посмотрел на плавки, думаю, ну нет, ладно, не буду сделать, это шокировать людей уж совсем. Хотя, ну, похоже, надо было все-таки, да. Первая точка на пути экспедиции – музей кочевой культуры неподалеку от Чолпон-Аты. Он открыт круглый год, но туристы пока заезжают сюда редко. Музей, экспозиция небольшая, но видно, что как бы территория будет развиваться. Музей – это отправная точка нашего исследования, так как компания у нас довольно разнохарактерная. Каждый имеет свое собственное мнение и свое видение, как кочевники живут в данный момент. Нам все-таки необходимо было обновить и свои знания о жизни кочевников, которые жили в XIX веке, которые еще вели тот самый образ жизни. Как девочку меня больше всего заинтересовал стенд с бытовухой, да, так грубо говоря. Вот эти вот всякие тазики, деревяшечки, там вот эти вот кожаные всевозможные кувшинчики. Самое интересное, что эта посуда, вот ей там, больше 100 лет, какой-то ей даже побольше. Ее можно завтра взять, и она абсолютно пригодна для использования. Она легкая, она не бьется. А вот смотрите еще штука какая. Это сосуд специально для хранения и перевозки кумыза. То есть фишка в чем? В том, что когда в этот сосуд наливается кумыс, он привязывается к лошади. Происходит та же самая практически процедура, когда вы ее взбиваете. То есть это у всадника под седлом, процесс взбалтывания происходит? Процесс взбалтывания происходит. И вот в этих вот рожках небольших остается как раз фермент кумыза, который уже забродивший. Его практически невозможно оттуда достать. Для чего это сделано? Для того, чтобы впоследствии, когда туда новый кумыс наливается, свежий, то есть свежее молоко еще. Да. Закваска получается в этих рожках, да? Да, он сразу же вступает в реакцию и получается уже... То есть вечное производство кумыса. В музее можно увидеть и вещи к кыргызской культуре не относящиеся, например, обувь на платформе или сосуд, в который дервиши собирали подаяние. Кашкуль использовали в Индии и Иране и делали из половинок самого большого ореха в мире – морского кокоса. Оттуда и необычная форма. Сосуд перекочевал в другие страны, где его стали делать из кожи, дерева и глины, но форма осталась прежней. Ничего себе, какие интересные сосуды. Форма необычная. Смотри, Влад, это как бы характерно именно для кочевнической культуры вещь. Ну, там вы видели, да, в общем, вся посуда практически у кочевников, она либо деревянная, либо кожаная, да, то есть как бы керамической нету. Очень сложно перевозить при кочеве керамика, она разбивается. И делали специальные сосуды, в которых перевозили чаши, пиалушки. Пиалушки ценились, это была единственная керамика в кочевническом доме, ну, в юрте. Это очень достаточно как бы дорогая вещь.
керамика, скорее всего, чаще всего была китайская. И специально для них делали такие сосуды, куда можно было несколько пиалушек сложить, их, наверное, прокладывали сеном, закрывали и таким образом транспортировали с собой на седле. Времени на осмотр экспонатов у исследователей мало. До темноты им нужно добраться к затопленному городу Чигу. Но по пути Дмитрий хочет успеть показать своим друзьям самое большое в Кыргызстане скопление камней с наскальными рисунками. Плато с петроглифами расположено совсем недалеко от музея. Ведет туда разбитая грунтовая дорога. Правда, космический вид вокруг компенсирует этот недостаток. Место само по себе очень приятное между горами и озером. Вот это вот скопление камней, на которых все эти петроглифы, они, конечно, великолепны. То есть вот можно ходить все время, находить новые и новые петроглифы. Изображения Арнока относятся к разным временам. Здесь и бронзовая, и железная эпоха, и период раннего средневековья. Петроглифы нанесены на поверхность более чем 2000 каменных валунов. Ну, вообще здесь очень много петроглифов. Практически на каждом камне они есть. И протяженностью почти 12-15 километров. Эта морена огромная идет. Вот, допустим, один из камней с петроглифами, где на первый взгляд не свойственные фигуры, но отчетливо виден кочевник. Это всадник, сидящий на лошади. Видна его фигура и сама лошадь. Кочевые культуры, они оставляют очень мало артефактов, то есть очень много вещей, которые они используют в быту, они из того материала, который не сохраняется в почве. Петроглифы дают огромный пласт информации о том, как люди жили, что ценилось, что было важно, образ жизни, каких животных они использовали. На камнях Арнока можно встретить горного козла, оленя, собаку, барса, лошадь и верблюда. Здесь запечатлены сцены выпаса скота, быта и охоты. Красота какая. Козлики, какой-то человечек, кстати, Да, кстати, человек с карамультуком, охотник явный, да. Да. Вон внизу тайган, собака, два, видите? Видишь, у него просто ружье на сосках, да? Да. Вот, и это собаки. Ну, это то, что ты говорил, киргизские собаки. Да, это типично кыргызский. Ведь тайганы кыргызские охотятся в паре, их связывают, и они, догоняя животное, перегрызают задние сухожилия. На караванных тропах, на выпасах, на кочевьях. То есть разные люди, разные расы, разные племена приходили, оставляли своего рода такой СМС-чат для потомков. Интересно увидеть, что традиция не меняется, что кочевая культура, она как здесь была в бронзовом веке, потом в железном веке, в средневековье, и в этнографии идея изображений вот таких вот в одном стиле, просто меняются орудия, но вся эта традиция сохраняется, идея сохраняется. Ребят, здесь тоже петроглифы и как раз кочевники на лошадях. Вот раз петроглиф, вот два. Пойдемте сюда посмотрим. Это охотник беркучи, то есть вот то, что у него, видишь, позади сидит, на руке, на локте у него сидит беркут. Эти петроглифы это как раз оставляли люди, такие же фотографы для нас, потомков, просто которые не могли себе позволить купить цифровую камеру. Для любого историка или археолога, посещавшего Иссык-Куль хотя бы раз в своей жизни, не является новостью, что там есть прекраснейшие, интереснейшие курганы. И вот всякий раз, когда я с Димой оказываюсь в этих краях, я ловлюсь на эту замануху, поехали посмотрим курганы. Их называют степными пирамидами. Именно курганы – свидетельство того, что народ саков господствовал в степях и горах Средней Азии. Погребения вождей кочевого народа саков достигают 100 метров в диаметре и 15 метров в высоту. Те самые здоровые сакские Курганы, да, на которые нам надо подняться, чтобы посмотреть. Красоты вокруг. По-моему, мы с ним в нормальную погоду были там только один раз. Все остальное время это были либо сугробы, либо слякоть. Обязательно кто-нибудь наворачивался. Всегда
Поскальзывался. Главное не упасть. В общем, достаточно забавное приключение. Залезть на этот курган, посмотреть на него, расстроиться, как всегда, что он разграблен. Огромная яма посреди холма – это раскоп, незаконный. Курганы сооружались в основном вот такие большие, как мы стоим сейчас, для либо вельмож, царей, повелителей. Черных копателей прельщают артефакты, в том числе драгоценные вещи, которые захоранивались вместе с усопшими владельцами. Все самое дорогое, как правило, в центре. По краям хоронили простых смертных. Таких слоев в кургане несколько. Насыпается земляной холм, он укрепляется каменной конструкцией, проходит просадка, потом насыпается следующий холм, укрепляется каменной конструкцией и так далее. В течение того времени, когда курганы насыпаются, если умирает какой-то человек, то захоранивается в боку, допустим, в насыпи. Эти курганы имеют прямое отношение к казахским курганам, которые находятся через вот эту горную цепь, в которых нашли знаменитого золотого человека, известного на всем мир. То есть практически самый хайповый костюм вождя, который выставляется во всех музеях мира, в принципе, мог бы находиться даже у нас, вот в наших курганах, если бы они вот не были разграблены там в свое время. Дим, слушай, а вот этот город на востоке озера Чигу, мы же планируем, я так понимаю, туда заехать, который археологически подводный. Вообще, я так понимаю, что там тоже как бы входит наш план, да? Да, ребят, мы как раз сейчас едем в село Сарыбулун. Если кто не понял, то это как раз то место расположения, где находится место затопления этого города. Чем он нас прежде всего интересен? Тем, что там это одна из крупнейших древних кочевых ставок на территории Сыкуля. Во II веке до нашей эры усуньские племена захватили долины Тяньшаня, вытеснив саков. С тех пор Чигу стал столицей могущественного древнеусуньского племенного союза, городом ремесленников и земледельцев. Город Чигу с южной стороны Тюбского залива впервые обнаружила экспедиция советских ученых в 1985 году. Останки древнего городища покоятся на дне озера до сих пор. У меня были надежды сфотографировать вот этот подводный город, потому что он, ну, я его практически, вот если осмотреться, то можно увидеть те места, про которые я говорю, очень годами собирал информацию, о которых очень много слышал, но подступиться, как это, око видит, зуб не имет. Но на пути членов экспедиции серьезная преграда – примерно метровый слой льда. Залив теплого озера замерз и покрылся толстым слоем снега, отрезав путь к подводному городу. Мы поедем и можем под воду сесть. Ну, я помню, да. Мы путешествуем очень много, мы знаем прекрасно, что такое дороги. То есть сейчас дорога есть, завтра ее не будет. Просто говорят, что неимоверное количество находок сделано именно в этих местах. И очень обидно находиться рядом и все это руками не потрогать и, ну, может быть, даже самому не найти. Я, в отличие от своих друзей-путешественников, сильных надежд не питала. Но, как и любая женщина, если бы уж какую-то побрякушку я нашла, я бы обрадовалась. Вот не число. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Куван-Байке приходит на берег Тюбского залива довольно часто. В теплые дни вместе с учениками он подбирает выброшенные на берег артефакты для школьного музея. Нам очень повезло, как всегда. Мы встретились с местным школьным учителем, краеведом, историком. А какие в последнее время находки были интересны? Дяргылчак нашли в этом году. В этом году дяргылчак нашли. Джак — это мельница ручная? Это ручная мельница Да. для перемолки муки. Местный житель показывает исследователям, как добраться до одной из семей современных кочевников, которые ведут образ жизни своих предков. Байке, а вы здесь давно живете?
Давно. Я здесь родился. И в этом селе живу. И как живется, радуюсь. Дети имею. Вот. И женился здесь, она тоже рядом с поселка. И женился вот. И держим скот. По-киргизски живем. Вот здесь живем. Как все полагается. С племени с кочевников я. Вот кочуемся тоже вот. Летом соберемся в мае месяце вот. Чабан приходит, мы вот на кучу соберем баран и на пастбище отгонит туда. Коровы здесь остаются, у нас своя пастбище есть. Здесь пасутся, утром, вечером подоим. День, пожалуйста, вот. Мои бабушки, мои прабабушки, они держали скот. У меня не возникло возможности, то есть такая возможность появилась только сейчас. Вот, и мне тоже стало интересно. Ведро подержу, чтобы вы это... Да. Бабушка с левой стороны корову доит. А разница есть, да, с какой стороны корову доить? Она же привык постоянно с левой стороны. Так, а как? Так, вот. Тяните на себе. Вот так, о. О, Ага. есть. Первые два, как бы, как это называется? Да, два дергания. Да, то есть, как бы было в холостую, а затем, как будто бы я всю жизнь этим занималась. О, есть! Ура! Давай, не бойся меня, моя девочка. Восхищена. Как говорят, как это у Булгакова, да, королева мы в восхищении, я в восхищении, королева в восхищении. Мужскую часть экспедиции больше интересует кони. Ученые хотят увидеть исконную кыргызскую породу лошадей. Мукан рассказал нам о своем недавнем приобретении. Это шикарный конь, которого он приобрел в прошлом году специально для игр, которые проходят внутри села. А как коня зовут? Коня зовут Бархат. Седло попробуем? Да. Вот это. Вот так, да, правильно? Не, вот так. Вот так правильно. Вот так. Ага. Мне, как археологу, который достаточно часто сталкивается при раскопках с элементами конской упряжи, с элементами узды, седельными комплектами, всегда интересно посмотреть различные способы украшения лошадей, да, декора лошадей, вот именно как различные элементы седельной упряжи. Для каждого свое седло. Если вы работаете, то у вас седло рабочее. А если в гости едете? Вот есть киргизская. Парадная. Парадная у меня есть, да. Там были некоторые элементы, которые мне показались необычными, да, то есть я привык к тому, что существуют подпружные пряжки, которые крепят ремень подпруги седла. У кыргызов, как я понял, пряжка отсутствует, то есть здесь он крепил подпругу веревкой, и когда я его спрашивал про пряжки, он даже не понимал, о чем я говорю. Вот это жеребца в прошлом году я купил Чуи. Она мне стоила 80 тысяч. Как машина. Да. Мне дали, как он скаковой. Видишь, она происхождение как типа арабская. И спина короткая. И ноги длинные задние, видите, да? А передняя короткая. Основная задача нашего выезда была понимание, почему кочевник изменяет свой образ жизни и подстраивается. Байке, а вот кыргызских лошадей, чисто кыргызских держите? Они маленькие. Нет, я не держу пока. А почему не держите? У нас как исчезло вот это. Когда у нас вот совхоз образовался, да, совхоз в 1936 году. Вот когда здесь русские жили, когда они привозили вот это наш коня, вот, Прижеванский. Это как называется, как дончаки. Порода дончак, рысак. Вот оттуда с России привозили. Вот от них остались вот порода. Большинство сейчас на нем мы ездим. Вот. Они живут практически так же, но кочевничество у них превратилось в некое скотоводство, которое в работу, которая приносит им доход. А естественно, лучший доход получается от коров или от баранов, которые дают больше мяса.
от лошадей, которые дают там более красивые или лучше скачут. Прежде всего хочется увидеть тех самых кыргызских лошадей. Он сказал, что они в Тоне, на южном берегу Иссык-Куля, есть человек, у которого целое стадо кыргызских лошадей, который занимается сохранением вот этой породы. Вот хотелось бы выйти на него, заехать к нему и увидеть, пообщаться, погладить эту лошадь. Кыргызские села зимой — это крайне колоритно, то есть быт, хозяйство, ведение тут фермеров. Достаточно увлекательно наблюдать, фотографировать. То есть я думаю, что с поездки привезу много, если не много исторических таких фотографий, артефактов, то, по крайней мере, жизнь тех людей, которые как бы привязаны к этому месту. Почему я и подписалась на эту поездку? Я как бы впечатления, какие-то эксперименты. Я не боюсь, скажем так, испытывать на себе какие-то, в смысле, я экспериментации. То есть там сесть на лошадь, пожалуйста, подать корову, пожалуйста, там, я не знаю, загнать баранов, пожалуйста. Я не могу сказать, что я сделаю это профессионально, но во всяком случае я попробую. Хотелось бы понять, так скажем, влезть в мозги кочевника и понять, почему он так живет, а не иначе. Очень сложно что-то прогнозировать, потому что, как известно, есть вообще такое правило, да, что в горах нельзя ничего загадывать, потому что никто ничего не знает. Да. Будем смотреть, что будет дальше.